Россияне в Таджикистане. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, сможет ли Республика Таджикистан использовать их потенциал для собственного развития. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. После объявления президентом России частичной мобилизации многие граждане этой страны, попадающие под призыв, в спешном порядке начали выезжать в страны ближнего зарубежья. Не стал исключением и Таджикистан. Только за последние дни в нашу страну прибыло несколько тысяч россиян. Насколько реально нам использовать этих людей для развития собственной экономики? Некоторые таджикские эксперты предлагают воспользоваться моментом и задействовать квалифицированных российских специалистов в экономике республики, считая это вполне реальным. Так экономист Рустам Насимов считает необходимым временно упростить порядок принятия на работу иностранных граждан. По его словам, делать это нужно в кратчайшие сроки, так как большинство из них могут уехать в третьи страны. Это можно сделать принятием одного документа на уровне правительства или даже Минтруда, миграции и занятости населения страны, исключая различную бюрократию, в том числе длительные процедуры по выдаче разрешения на работу для иностранных граждан, считает экономист. Он отметил, что квалифицированных российских специалистов в первую очередь можно было бы задействовать в секторе новых технологий. Если говорить более конкретно, у нас уже несколько лет говорят о создании IT-парков. Однако дело остается на мертвой точке. Одна из главных причин заключается в отсутствии квалифицированных кадров, а среди российских беженцев немало именно таких специалистов, предполагает Насимов. В качестве преимуществ, которые способствовали бы желанию российских специалистов трудиться в Таджикистане, он называет хорошие природные и погодные условия, сравнительно недорогую жизнь, а также знание русского языка, по крайней мере, городским населением. Известный специалист в финансовом секторе Тимурали Афганов также считает целесообразным использовать знания и опыт работы россиян, въехавших в республику. В основном из России уезжают IT-специалисты, которых у нас ограниченное количество. За время пандемии российские специалисты наладили связь и работают с заказчиками по всему миру. Это открывает большие возможности для их работы с территории нашей страны, убежден он. Афганов отметил, что российские специалисты могли бы помочь заполнить пока еще пустующую нишу в сфере высоких технологий и дать импульс развитию этого стратегически важного направления в экономике Таджикистана. Мы должны воспользоваться данной ситуацией для привлечения приезжих специалистов с учетом их знаний и навыков в различных отраслях экономики для развития нашей страны. То же самое делала и Россия в течение 20-25 лет, пользуясь трудовыми ресурсами Таджикистана для развития своей страны и роста экономики, говорит Афганов. А как вы относитесь к такой идее? Как вы думаете, хорошая ли она? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, не все так оптимистично смотрят на данный вопрос. Многие таджикистанцы считают длительное проживание и трудоустройство российских беженцев в Таджикистане невозможным по двум главным причинам. Во-первых, российские власти в любой момент могут начать преследование уклонившихся от призыва и сбежавших за рубеж своих граждан. Находящиеся в Таджикистане беженцы прекрасно понимают, что официальный Душанбе находится среди дружественных для России стран, и они по первому же запросу будут задержаны и возвращены на родину. Тем более таджикские власти регулярно пользуются такими услугами своих российских коллег. Во-вторых, российские специалисты не будут работать за те зарплаты, которые существуют на рынке в нашей республике. Оплата труда в Таджикистане является самой низкой на постсоветском пространстве. Согласно официальным данным, средняя месячная зарплата в Таджикистане составляет $185, а в России $1164. Средняя зарплата в некоторых странах СНГ значительно выше. Армения $556, Беларусь $628, Кыргызстан $365, Казахстан $666, Россия, Узбекистан $255. И как вы думаете, выгодное ли это предложение будет для российского населения? Свои мысли по поводу всего этого и, возможно, предложения, как использовать эту ситуацию, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!